Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем наш проект «Задай вопрос министру». Сегодня гость нашей студии – министр внутренних дел Беслан Хакба. Хакба Беслан Бадрович родился 23 мая 1956 года в городе Гудаута. В 1973 окончил Гудаутскую среднюю школу номер 1. В 1976 поступил в Ростовский государственный университет на юридический факультет, учебу в котором завершил в 1983 году. С 1978 по 1980 годы проходил службу в рядах Советской армии. Работал старшим следователем Северо-Кавказской транспортной прокуратуры. С 1986 по 1989 годы был заместителем прокурора Волгодонской транспортной прокуратуры. С 1990 по 1993 годы работал в должности заместителя прокурора Сухумского района. 10 лет с 1993 по 2003 годы являлся прокурором города Гагра. С 2003 по 2005 годы прокурор Гагрского района. С 14 марта 2015 года министр внутренних дел Республики Абхазия. Здравствуйте, Беслан Бадрович. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Беслан Бадрович, сейчас прозвучала такая краткая биография ваша, основные даты, основные вехи. Но хотелось бы все-таки узнать поподробнее об опыте работы в ваших правоохранительных органах. Добрый вечер еще раз. Говорить о своем опыте работы мне как-то немножко сложнее, потому что было бы немножко нескромно, даже откровенно говоря. Опыт работы какой? Опыт следственной работы прежде всего. Он начинался в Ростове. Я проработал порядка 7-8 лет на следствии. Потом уже была прокурорская чистая деятельность. Это заместитель прокурора и прокурор города. Как она связана, допустим, с сегодняшней работой в органах внутренних дел? Работа прокуратуры и МВД, они тесно взаимосвязаны. Работы прокуратуры без работы МВД быть не может, как и не может быть работа МВД без работы прокуратуры. Поэтому, я думаю, что работа настолько переплетена, что смогу работать в органах внутренних дел. Так мой опыт работы позволит мне это сделать. В общей сложности сколько лет вы проработали? 22 года. 22 года. Я находился в органах прокуратуры, работал в органах прокуратуры. Солидный опыт, и тогда и правомочен вопрос, тем более учитывая вашу должность, о криминогенной ситуации в нашей стране. Как вы ее оцениваете? Какова статистика, какие преступления совершаются, какова их динамика в основном видов преступлений? Пожалуйста. Оценивая, во-первых, криминогенную ситуацию, это всегда будет субъективный подход. Каждый оценивает ее по-разному. Я бы охарактеризовал ее сложной, но контролируемой. Говоря о статистике, нужно прежде всего говорить о другом, нужно говорить о регистрации преступлений. Что касается регистрации преступлений, то здесь это наш самый больной вопрос. То есть вы имеете в виду, что не всей статистике можно доверять, не на все опираться? Так Я бы сказал, что статистике нашей сегодняшней далеко нельзя доверять, потому что, когда мы говорим о том, что у нас не важно с регистрацией преступлений, то и статистика, она практически подвязана под нее. Если мы не регистрируем все преступления, то у нас нет, естественно, четкой картины о том, сколько совершено преступлений той или иной категории, сколько убийств, сколько разбойных нападений, сколько грабежей, кражей и так далее. И для того, чтобы построить свою работу, планировать свою работу, статистика для этого и нужна. А в чем сложность? Почему не регистрируются преступления, как вы считаете? Очень интересные вопросы. Я могу объяснить, с чем это связано. В статистике есть такая графа, как процент раскрываемости.
Вот этот процент раскрываемости, он придуман, правда, давно, еще с советских времен. И вот этот процент раскрываемости, по моему глубокому убеждению, это тот показатель, который, можно сказать, гробил даже, можно сказать, несколько грубо вот всю нашу работу. Каждый раз, когда подходили отчетные периоды, начальников милиции спрашивали за раскрываемость. Не только начальников милиции, руководителей всех горрайорганов, разных звеньев, но спрашивали, и спрашивали строго. Вот они были поставлены в такие рамки, что и он, и его подчиненные, как правило, делали вид, как будто они не слышат об этих преступлениях. Регистрировали только так, для того, чтобы показать хорошие результаты работы. Это давнишняя такая моя, знаете, боль, потому что вот по работе в Гаграх, вот сейчас, когда я говорю, многие уже вспоминают эти моменты. Я регистрировал преступления, заставлял регистрировать эти преступления, и за укрытие вот этих преступлений, за их нерегистрацию писал представление о наказании сотрудников милиции. Многие в Гаграх и сейчас помнят, что порядка 10, даже больше руководителей были отстранены, по моим представлениям, от этих должностей. Прошло время. И вот сейчас, уже находясь на должности министра, естественно, я сделаю прежде всего все для того, чтобы убрать этот злосчастный процент раскрываемости, направить работу совершенно в другое русло. Пусть преступления будут не раскрыты, но мы должны по ним работать. Надо все преступления регистрировать и по ним работать. Как же тогда будете отчитываться вот по поводу все это готово дело, это дело уже завершено, это как потом отчитываться? Отчитываться же трудно будет. Значит, нужно отчитываться по каждому уголовному делу не по процентам раскрываемости, а по каждому уголовному делу, как ведется работа конкретно. Вот что самый главный показатель. Вот сейчас мы, кстати, в дополнение к вашему вопросу хочу сказать, что надо заслушивать каждое уголовное дело, смотреть, что делается по вот этому делу, что нужно еще сделать, чтобы его раскрыть, а не смотреть на процент раскрываемости. Вот если мы вот так сможем построить работу, будем регистрировать все преступления, работать по ним, вне зависимости от того, получится раскрыть или не раскрыть, мы должны регистрировать все. Понятно ваша позиция. Вот в Гагре недавно было совещание с президентом актива и общественности Гагрского района. Там вы сказали о том, что в МВД очень сложные проблемы, очень трудно решаемые. Вот скажите, пожалуйста, в связи с этим основные проблемы, в том числе и проблема кадров, это мой следующий вопрос. Я попробую зайти издалека, да. Вы знаете, зачитали и мою характеристику, там видно, что я в течение 10 лет на самом деле не работал. Ни в прокуратуре, ни в МВД. Это вот этот перерыв, который был на самом деле. Я пришел вот сейчас уже в МВД работать. Я посмотрел на ситуацию, я вам скажу, я даже не ожидал такое увидеть. Я ушел в 2005 году с прокуратуры. Что с прокуратуры, что с МВД. Я, естественно, великолепно знал картину состояние МВД на тот период, состояние работы. Вот я пришел через 10 лет, откровенно говоря, я увидел совершенно другую картину. Картину, которую я даже не ожидал увидеть. Это была уже совсем другая милиция. Обидно говорить, но я даже не ожидал, что вот за 10 лет милиция не то что вперед продвинуться, она даже отодвинулась значительно назад. И что вас так больше всего поразило? Отношение к работе совершенно иное. Я вам скажу даже немножко по-другому. Вот особенно старые сотрудники, меня легко поймут. Тот же оперативный состав, который работает, раньше оперативники работали с утра до ночи. Сейчас это посменная работа в большинстве случаев.
Оперативник должен работать с утра до ночи, и только тогда он будет владеть хорошо оперативной обстановкой. Если он будет сутки через двое работать, как, допустим, это на Мусерском посту, он не будет владеть вообще криминогенной ситуацией в районе. Поэтому нужно перестраивать работу. Режим работы надо перестроить. Нужно серьезнее относиться к работе и работать с утра до вечера. У нас не нормированный рабочий день. Я, допустим, работаю с 7:30 до 11, до 12 ночи ежедневно. Это режим, который я хотел бы работать меньше, но не получается. Когда работа требует, нужно работать столько времени. Столько же должны работать и оперативные работники. А милиция в основном это оперативники. Если не будет такого подхода к работе, работы тоже не получится. Скажите, вот вы говорите о подходе к работе, а что, психология изменилась? Как вы считаете? Вот сейчас вы, конечно, не так давно в должности именно министра, да, но все-таки у вас есть и подчиненные, люди, с которыми вы как бы постоянно соприкасаетесь. Вот что какое-то беззаботное отношение к профессии или что? Что вы считаете? Я что думаю, вам не больше психология, отношение к работе изменилось. Вот здесь и воспитание кадров тоже. Как-то по-другому строилась тогда работа. Сейчас же абсолютно есть молодые ребята, очень хорошие есть ребята, потому что если им показать, нацелить их на определенную работу, на ту работу, которую нужно проводить, поверьте мне, там очень много хороших ребят. Вот я смотрю в министерстве, я так ситуацию полностью, естественно, за месяц не могу изучить, но по тем молодым ребятам, которые работают сегодня в министерстве, ими можно горы свернуть. На самом деле, если с ними хорошо поработать, показать, как надо работать. Скажите, вот для, может быть, повышения квалификации таких ребят, может быть, какое-то расширение профессионального там, я вам кругозора, скажу, что такое квалификация. Квалификация приходит при ежедневной работе. Нельзя позвать человека, дать ему книжку, почитай, как надо работать. Но тоже Нет, не помешает. не помешает, но в основном квалификация приходит во время работы. Вот когда есть у молодого старшие, которые знают, как работать, вот он будет с ними работать, он очень быстро научится. Это эффект от такой работы будет гораздо быстрее и гораздо плодотворнее. Существует ли кадровая проблема? Конечно, существует. В какой степени существует? Что предполагается делать? С чем я не согласился бы вот за вот эти 10 лет, что делалось. Те оперативные работники, которые имели опыт работы, их почему-то всех отправили на пенсию. И вот это вот среднее звено, которое осталось, оно было не готово воспитывать вот эти новые кадры, молодых ребят. И вот благо сегодня поняли, это не то, что я вернул их, нет. Это вот вернули в течение полугода, многих вернули, кого сделали советниками, кого назначили на различные должности, чтобы восполнить вот этот пробел. Вот этот 10-летний пробел, который, получился для МВД очень неудачным. Сейчас надо это все быстро восполнять. Тогда и будет повышаться квалификация. С повышением квалификации итоги работы будут совершенно иными. Мне так представляется это все. Видимо, так. Скажите, все-таки какие, кроме кадровой, еще ключевые проблемы? Вы как... Ключевых проблем очень много. Вот, и сейчас, если я буду называть ключевые проблемы, одна из ключевых проблем – работа ГАИ. Вот к моему приходу я посмотрел на работу ГАИ, на состояние работы ГАИ. Я был крайне неудовлетворен. Я не говорю, что вот мой предшественник работал плохо. Нет, я ни в коем случае это не говорю. Но, знаете, говорят, 2 юриста, 3 мнения. Я пришел, я смотрел на многие вопросы, я посмотрел на многие вопросы иначе. Человек, который придет после меня, тоже может посмотреть на многие вопросы иначе. Это никого не должно обижать. Работа ГАИ не удовлетворяла меня, крайне не удовлетворяла. И практически... Тогда или... Сейчас.
Первые 10 дней я практически взаперти сидел у себя в кабинете, чтобы как-то привести работу ГАИ. Надо было практически реанимировать работу ГАИ. Если вы даже обращали внимание, когда мы проезжали по дорогам, а я, как и вы, был обычный гражданский человек. Я смотрел на всю эту ситуацию со стороны, как обычный гражданский житель. Я проезжал от поста до поста, не встретив ни одного сотрудника ГАИ. Ну, как вам сказать, на всей трассе, на 10 постов ГАИ, на 250 практически километров, у нас 10 постов ГАИ, приходилось 14 сотрудников милиции. Если учесть, что 14 сотрудников в трехсменке находятся, 5 работников не получалось на сутки. 5 сотрудниками сделать нормальную работу ГАИ практически невозможно. Вот здесь можно немножко говорить о статистике. Пока еще слабой статистике. Мы практически ежемесячно имели 2 трупа от дорожно-транспортных происшествий. Сегодня я человек суеверный, месяц мы прошли, пока ни одного нет, даже с тяжкими последствиями. Можно ли говорить, что это показатель? Пока, конечно, нет. Но время покажет. Мы будем сейчас думать о том, как совершенствовать работу ГАИ. Тут много у нас очень вопросов. Может, в ходе передачи мы к ним еще вернемся. Ну, я тоже автолюбитель. Я не могу сказать, что я редко встречаю сотрудников ГАИ, может, даже иногда слишком часто. Сейчас. Не вот этот месяц, как да. вы. Ну, сейчас тоже я встречаю. Но и раньше как бы не меньше. Я не могу вот по ощущениям сказать, что это было реже. По крайней мере, в Сухуме, вот я не знаю, как в других местах. Вы в городе Сухуме говорите, да. Я говорю пока про трассу. Знаете как, я работаю в этом направлении, я смотрю это не по ощущениям, а по реальности, которая сегодня есть. По трассе изменения есть большие. В смысле, по несению службы работниками ГАИ. Большие изменения. Что касается города, что касается трассы, вот эта неделя началась практически уже, прошло 2 недели. Пока это не показатель. Что касается городов и районов республики, формирование службы ГАИ вот сейчас практически только завершается. Буквально еще несколько дней мы закончим работу формирования службы ГАИ по горрайорганам. Тогда уже можем говорить о том, что работа началась. Скажите, вот вы как бы упразднили патрульно-постовую службу? Нет, патрульно-постовую службу я не упразднил. Я вам объясню тогда. По городу Сухум патрульно-постовая служба была как бы объединена со службой ГАИ. Вот что произошло. Я не упразднил это в Сухуме тоже. Я пока оставил по городу Сухум. Я хочу посмотреть еще на этот опыт работы. Что касается остальных горрайорганов по всем другим городам, я оставил прежнюю систему. То есть работники ГАИ несут свою службу отдельно, работники патрульно-постовой службы несут свою службу отдельно. Вот я буду смотреть, что лучше, и потом уже принимать решение. Вы сказали, что вы хотите очень сильно изменить работу ГАИ. Вот, ну, скажите, вот какие направления основные хотя бы? Вот. Работу ГАИ нужно совершенствовать и совершенствовать, пока мы находимся в стадии, когда мы реанимировали только ГАИ. Теперь нужно наладить ихнюю работу. Вот, кто не знает, я слежу как-то за этим особо, у меня как-то свой подход к этой работе. Вот дней 15 назад, когда мы только начали работу, у нас опять были только посты ГАИ. Ну, допустим, если ехать с Гудаут, да, в Приморском пост ГАИ, в Эшерах пост ГАИ. Промежутки были пустыми. И вот водитель едет, он проехал пост ГАИ в Приморском и знает, что до поста Эшерского никого нету. А на том и другом посту стоит по 6, по 7, по 8 сотрудников.
Мы начали теперь разделять. Достаточно по 2 человека, разделили их по трассе, и теперь уже едет человек, каждые 3-4 километра стоят сотрудники ГАИ. Можно даже обратить внимание на то, как водители друг другу моргают, говорят осторожно, впереди стоит сотрудник ГАИ. Это уже немножко хотя бы начинает настораживать водителя. Он не так гонит, не так ведет, езда у него совершенно уже становится другой. Я это уже замечаю. И, естественно, это дает свои плоды. Сейчас другая проблема возникла. Ну вот сейчас ее опять мы решаем. Как правило, останавливают кого? Водителей «Жигулей», «Волк» старых, ну таких, которых можно остановить. Ну, извините, перебью. Да. Вот вы говорите о том, что хотите поменять работу ГАИ, там, структуры и прочее, да. Скажите, будет ли как-то меняться отношение людей к ГАИ или поведение сотрудников ГАИ по отношению к людям, гражданам, да, к водителям? Вот даже вы сейчас сказали, что бывают как бы избирательные отношения, вот говорят о том, что и национальный признак играет роль социальный статус людей. То есть насколько будет все это справедливо теперь? Ну, что сказать? Какое будет отношение людей к ГАИ? Я не могу сказать. Пройдет время, мы сами посмотрим, какое будет отношение людей к ГАИ. Что касается отношения ГАИ к людям, это уже другой вопрос. Вот это уже наш вопрос. И это будет зависеть от их работы. Сейчас, я же сказал, мы настраиваем эту работу, вот чтобы не было ни по национальным признакам, ни по любым другим признакам. Все водители, я тоже, когда еду за рулем, я такой же водитель, как и все остальные. Я вам даже могу сказать, что вот когда я еду не нарушая, по крайней мере, очень стараюсь не нарушать правила уличного движения. Потому что я такой же водитель, как и все остальные. Мы должны все научиться ездить как положено. Руслан Бадрович, вот первый видео-вопрос, мне кажется, чуть-чуть касается того, о чем мы сейчас говорили. Да, давайте. Пожалуйста. Руслан Бадрович. Янбалу азакан зиги ейцерзепшну. Валатахала уи айлыргара акунпан уи ишакногоепш акнуора. По лицу я вижу, что это уже наболело у него. Это не просто он задал такой вопрос, это действительно наболевший вопрос. Наболевший не только у него, наболевший у многих в Абхазии. Нужно построить работу ГАИ так, чтобы вот такие вопросы просто ушли в прошлое. Это зависит от нас. Мы будем над этим работать. А какие меры будут? Будут ли какие-то меры, там, не знаю, применяться? Может, какие-то поощрения, может, наоборот, наказания, как вы думаете? Ну, должны быть меры административного воздействия. Прежде всего. Нужно смотреть, правильный вопрос. Вот мы расставили сотрудников ГАИ, теперь нужно проверять их работу. Вот, в принципе, мы уже эту работу начали. У меня есть заместители, советники, которые ездят по трассе, смотрят, изучают это все. И в конце концов мы придем к тому, что и ГАИ будет работать так, как положено. Я думаю, что мы все равно этого добьемся. Но вообще идет работа вот по выяснению того, как превышают ли сотрудники свои служебные полномочия там, или чуть-чуть нарушают там какие-то правила, или те же административно тот же кодекс. Идет такая работа, вот найти нарушителей среди своих? Значит, есть ли такие, я думаю, вы даже задавая этот вопрос, знали уже на него ответ. Конечно, есть. Есть. Есть, в принципе, есть и немало. Но все это требует работы. В ходе работы это все будем исправлять. Вот если мы сегодня 250 человек практически реанимировали ГАИ,
Я не могу сказать, что вот эти 250 человек с завтрашнего утра будут очень хорошо работать. Мы должны работать над этим. Есть такие, которые не смогут работать, не исправились, от них надо избавляться. Тем более в ГАИ набрать работников не так уж и сложно. Это именно та сфера, где мы можем позволить себе даже выбор. А почему так популярно ГАИ? Почему так популярно ГАИ? Вы говорите, нету. Популярным оно стало давно, в силу известных причин. Вот эти известные причины тоже надо изживать. Ну вот это самое трудное. Как это сделать? Вот самое трудное, но это надо делать. Другого выхода у нас нет. Что говорит, зарплаты низкие. И в этих условиях бороться с этим тоже сложнее. Но выхода другого нет. Нужно бороться. Нужно проводить ротацию кадров. Если не работает человек как положено, нужно его менять. Нужно идти на это. Другого выхода Это нет. не популярно. У нас сразу начинаются истории о том, как уволили там кого-то и так далее. Ну и что? Это нормальное явление. Если человек пришел на работу, это не значит, что он пришел на веки вечные. Его надо менять. Если он работает плохо, нечестно, его надо менять. И на это надо идти смело. И не смотреть, что кто-то завтра что-то скажет на эту тему. Надо менять, значит, надо менять. Понятна ваша позиция. Скажите, будет ли на трассе Псоу-Сухум установлены видеокамеры? Ну, для того, чтобы, например, хотя бы посмотреть, как ведут себя сотрудники ГАИ. Не только сотрудники ГАИ. Не только, да. Значит, вот сейчас я уже практически дней 10-15 вплотную занимаюсь этим вопросом. Вопрос глобальный. Если мы сможем решить этот вопрос, мы сможем решить очень многие вопросы. Вопрос касается установления видеокамер по всей трассе. Таких видеокамер, которые будут определять, так просто я говорю, и скорость движения, и все нарушения правил дорожного движения. И нарушений, которые, вот то, что, о чем вы говорите, которые допускают наши сотрудники милиции, то есть конкретно работники ГАИ. Это очень много выявит. Кроме того, мы устанавливаем, сейчас делаем так называемую программу «Безопасный город». Мы начинаем с города Сухум. Это очень сложная работа, да. Нужно было подготовить техзадания. Есть фирмы, организации, которые хотят включиться в эту работу. Это очень дорогостоящие проекты, и на нашем этапе делать финансирование государства будет очень сложно. Но есть те, которые хотят вложить деньги. Ну, это их бизнес, это нормальное явление. Мы, конкретно МВД, бизнеса в этом не видим. У нас совершенно другие здесь интересы. У нас будут установлены, ну, пока по нашим ориентировочным подходам, по тому техзаданию, которое мы практически вот сегодня-завтра только заканчиваем, будет установлено порядка 400 камер на трассе. 400 точек, где будет установлено несколько камер. И мы можем отслеживать любое движение практически из кабинета. То есть это Сухум-Псоу? Или есть по всей территории? Это от границы до границы. Понятно. Да. По Сухуму, по городу, дай бог, если получится, мы планируем пока, не пока, уже порядка 1000 камер. Потом это у нас пойдет вот как дорожная карта, потом мы пойдем на город Гагры, Гудауту и хотим охватить все города и районы страны. Работа очень сильно облегчится. Она покажет нам все наши и недостатки, и положительные, и отрицательные, все покажет. Работать будет гораздо легче. Сейчас вот это моя такая мечта, быстрее это закончить. Есть несколько фирм, мы сейчас проведем тендер. Значит, та фирма, которая даст нам самые такие нормальные результаты по этому тендеру,
мы на ней остановимся. Вы Работа знаете, начнется в ближайшее время. Да, проект вот этот презентовался как-то еще при прежнем министре, да? Да. И вот что после этого изменилось? Что получили Я ли вам деньги, скажу. договорились ли Нет, уже с я фирмами? вам скажу. Да, при прежнем министре тоже эта работа шла. Она, по-моему, началась при нем. Да, и началась она при нем. Но вот как-то был вот этот подход, мне кажется, надо было схватиться за эту идею не только министру. Я считаю, всему руководству страны. Я довольно много на эту тему говорил с президентом и с премьер-министром. Они хорошо понимают важность решения этого вопроса. Ну, чуть ли не при каждой встрече с президентом мы поднимаем этот вопрос. Я думаю, что вот в ближайшее время будет объявлен тендер. И нам как можно быстрее нужно определиться с той организацией, которая будет проводить эту работу. Ну, скорее всего, это будут какие-то российские, наверное, компании. Конечно, у нас нет таких фирм, речь идет о сотнях миллионов рублей. Поэтому говорить о том, что здесь какие-то наши организации смогут это сделать, это практически невозможно. Это очень сложная работа, потому что кроме видеокамер там идет полностью другое программное сопровождение, там очень много новшеств. Откровенно говоря, вот уровень нашей работы в этой части, вот как будто это 30-50 лет назад. И тут мы на вот этот период сразу уйдем вперед, буквально в течение, если получится, нескольких месяцев. И что камера будет показывать даже вот то, что написано на документах, то есть она будет очень четкая. Какая там будет картина, что прямо 400 штук или там тысячами прям? Это так необходимо? Это, конечно. Она будет показывать все номера, допустим, на трассе, она будет показывать номера автомобилей. Может быть, даже могут быть видны и лица. А в городе мы планируем такие камеры, которые покажут и лица тоже. То есть работа облегчится в разы. Понятно. Если мы сменим тему, Давайте я бы хотела поговорить об очень острой проблеме, которая у нас в Абхазии, к сожалению, неизвестно, как будет дальше развиваться, о наркомании. Что будет делать МВД, что планирует? Может быть, какие-то, не знаю, акции, какие-то кампании, какие-то вот направления в работе такие, знаете, фундаментальные, чтобы можно было с этим на самом деле хоть как-то это все сократить, если не полностью уничтожить? Ну, как вам сказать, вот если посмотреть последние репортажи, которые показывают по телевидению, вы, наверное, обратили внимание, как мы выявляем все больше и больше конопляных и маковых полей. Это сложная работа тоже, их надо обнаружить и так далее. Вот эти съемки могут показать хотя бы то, какое у нас отношение к этим видам преступлений. Работа эта будет продолжаться. У нас есть много еще информации, к сожалению, много информации о том, что вот выращиваются вот такие. У нас практически изменилась культура. Если раньше мы выращивали кукурузу, сегодня у нас конопляные и маковые поля. Работать надо, здесь очень много работы, и что нужно сделать буквально за минуту-две, я вам никак не скажу. Здесь надо работать и с законодательством, нужно изменять законодательство. Понимаете, в чем дело? Мы как-то ослабили ответственность за нарушение закона в этой части. И получили, мне кажется, плачевные результаты на сегодняшний день. Раньше над этой проблемой работали институты. Так будем говорить, в советские времена. Работали институты, которые анализировали всю эту работу. У них тогда построена была работа в совершенно другом ключе. Там было, допустим, если потребление наркотиков, да, первый раз это было нарушение в административном порядке, повторное в течение года влекло уголовную ответственность. Естественно, что все понимали, что после первого влечет
идет уголовная ответственность, естественно, год и больше заключения в местах лишения свободы. То есть вы думаете, что нужно ужесточить наказание за Мое употребление, распространение и наркотиков? Да, знаете, вот распространение почему-то пропало из нашего уголовного кодекса. Странно. Да. А что касается ужесточения в этой части, я считаю, необходимо делать. В нашей сегодняшней ситуации, если мы не пойдем на такие кардинальные меры, мы еще более ухудшим ситуацию. Поэтому, хотим мы, не хотим, мы должны срочно обдумать всю эту ситуацию, обсудить это в парламенте, обсудить с общественностью. Это работа самая горящая. Вот как была ГАИ, мы должны были срочно начать. Вот сейчас основной наш вопрос – это наркомания. Говорят, с наркоманией очень сложно бороться. Вообще ни в одной стране мира как бы ее полностью не преодолели, не одолели, скажем так, да? Справится ли наша милиция? Сможет ли она действительно хороший заслон поставить, вот начиная с границы, чтобы не было вот этих всяких связей с криминальным миром и так далее? Если я вам скажу, что это очень сложно, ни в одной стране с этим не смогли справиться и так далее, это значит, я скажу, что и так мы с этим не справимся, поэтому смиритесь с этим, давайте нести эту ношу дальше. Это не подход. Мы должны все сделать для того, чтобы исправить эту ситуацию. У нас другого выхода нет. Потому что если мы по этому пути пойдем дальше, наша молодежь практически полностью этим заразится. Поэтому мы должны бросить все для того, чтобы исправить эту ситуацию. Вот я даже говорил о правилах дорожного движения. Допустим, мы задерживаем за нарушение в состоянии алкогольного опьянения. Никто никогда не думал, что нужно задерживать и тех, которые находятся в состоянии наркотического опьянения. А человек, управляющий автотранспортом в состоянии наркотического опьянения, гораздо опаснее, чем человек, находящийся в нетрезвом состоянии, он стакан или два вина выпил. Это совершенно разные люди, за рулем особенно. Но это один момент только. Здесь очень много вопросов, которые нужно решить. Решить вопросы в законодательном порядке, решить вопрос. И приведу тогда другой пример. Я был вообще удивлен, когда в административном кодексе я увидел такие моменты, как человека первый раз задержали 15 суток в состоянии наркотического опьянения, второй раз задержали в течение года 30 суток. Но если человек пришел, его привезла милиция, он отказался от освидетельствования, штраф заплатил и ушел домой. Это разве нормально? В нашем это законодательстве очень часто встречаются очень странные вещи. Вы как прокурор должен, знаете об этом, я думаю, лучше меня. Очень много нестыковок, часто жалуются люди, мы как журналисты ходим и в парламент, и в разные структуры. Да. Очень люди говорят, что законы бывают нелогичны и прочее. То есть как бы это у нас обычное явление, об этом хочу сказать. Закон этот надо изменять срочно. Вот хотим мы этого или не хотим, вы знаете, мы должны начать срочно эту работу. Есть какие-то планы, контакты с парламентариями на эту тему? Нет, я, естественно, общаюсь с депутатами и так далее. Я многих их знаю. Не то, что многих, я почти всех знаю. Я обсуждаю эту тему, все как бы ее понимают. И я думаю, что если мы поставим этот вопрос, думаю, что нас поймут. Понятно. Я хотела бы предложить вашему вниманию наш следующий вопрос. Да. Пожалуйста. Я хочу حبلك ريانك جيكاك كتر أتوم عاقي أتوم يدخنيس ويوركن يدروزو وبيجي حب دوسوس خاوة حزقوه وعزي جزوزي بصروح مدروي درب نزايا أو تشستكوي ميليتسيونير حيقو يدرو ما يرد خنخواي وسا خيمو يرد زقوب شو تشستك تشوين خوزي كيزو كويزي بصروي سو
неделю назад бурно на работе у себя обсуждали этот вопрос. Я с заместителями, с советниками обсуждали этот вопрос. Много было у нас споров, как исправить эту ситуацию. Вопрос, вернее, тон задал в этом президент, потому что вот когда я был, вот примерно вот так звучал его этот вопрос. Он говорил, что институт участковых инспекторов практически как будто изжил себя, не работает. А вместе с тем этот институт нужно активнее использовать. И вот мы начали прорабатывать эти вопросы. Ну, скажу вам, во многих в некоторых даже органах участковые, даже немножко не так, укомплектованность участковыми пока еще слабая. И вот теперь, чтобы поставить эту работу, мы думали, какие силы этому придать и так далее. Даже там, в тех случаях, когда есть участковые, я немножко как запутал этот ответ, даже там, где есть эти участковые, нужно подкрепить их работниками оперативными. То есть они уголовного розыска, да. То есть усилить как бы эту работу. Это поможет и уголовному розыску владеть оперативной обстановкой в районе, куда закрепляется и оперативный работник. Он же будет совместно работать и с участковыми инспекторами. Работа, если мы сможем это организовать, работа участковых служб приобретет несколько другие очертания. Я думаю, она пойдет немножко по-другому. Не немножко, а по-другому пойдет. Да, мы только наметили эту тему. Если есть конкретные вот меры, которые будут приниматься или нет? Ну, о конкретных мерах я сейчас и говорил. Ну, нужно усилить просто их работу. Во-первых, нужно в администрациях или в школах, где это создать пункт какой-то милиции. Показать, что есть здесь милиция. Показать, что если народ хочет обратиться вот сиюминутно сейчас к сотруднику милиции, он есть. Если ему нужна помощь, он может обратиться сюда. Там много возникает вопросов, которые нужно решать с помощью участковых инспекторов. спасибо. Круг вопросов там огромен. У нас просто действительно вот так незаметно пролетело время эфирное, да. Еще у нас есть несколько минут, и я хотела бы, чтобы мы еще один вопрос телезрителя заслушали. Ирасуйда апсчатра шава агуразготсента. Ирасуйда зачаю басархой. Харахама царахакум. Харахвизцвеге, я други, ава хаштер тахтаубаха. حشزخ شوبه زارا هرتون داد يوزخ شوبه دارا حوزخ شوبه هرا وبيتكس هرتخو. Я пришел на работу тогда, когда уже начался курортный сезон. И принимал я меры уже как бы вдогонку. Ну, не знаю, вы знаете или нет, я провел кадровые изменения в Гаграх, в Сухуми провел кадровые изменения. Все это было направлено, я принимал срочные меры для того, чтобы наладить работу, особенно в Гагрской зоне, потому что там идет мощный заезд отдыхающих. У нас отдыхающих в этом году будет больше, чем это было в прошлом, в позапрошлом. И, естественно, нагрузка на милицию будет совершенно иной. Надо усиливать гагрскую милицию. Мы направляем отсюда, командируем отсюда со школы милиции. Усиляем, отсюда посылаем сотрудников, чтобы усилить там работу. Как вам сказать? Вот мы провели работу дня 3 назад, 4 дня назад. Мы просто провели ночью рейдовые мероприятия. И в Гаграх, в Цандрипше, в Пицунде просто на пляже ночью провели работу. И больше 50 молодых ребят увидели спящими на пляже.
Доставили их всех в милицию. Ну, кого в Пицунд, у кого в Цандрипш, кого в Гагры. И как вы думаете, у большинства из них в кармане было не больше 50 рублей, а у кого вообще не было. Это были жители Гудауты, Сухума, Ачимчири. Что они делают, приехав туда? Естественно, мы доставляем, мы как бы фильтруем все это все. Мы вынуждены это делать. Но спрашивая, что с 50 рублями молодой человек приехал в Гагры на сутки на двое, кушать нечего. Для чего он приезжает? Дома есть где спать, где посмотреть телевизор, где отдохнуть. Нет, бросив все это, он едет в Гагры и спит на пляже. Для чего? Это вот те потенциальные преступники, которые и совершают все эти преступления. Нужно с этим работать. Нужно ставить вот Мюсерский пост, мы должны сейчас усилить. Нужно принять меры, чтобы не допустить вот этих молодых, пока еще, ну не пока еще, а уже криминальных ребят в курортные эти города. Потому что они практически портят нам очень сильно там картину. Это не значит, что в Гаграх нет своих преступников. Конечно, они же есть. Но все вместе они создают нам удручающую картину. Поэтому сейчас вот быстро нужно принимать решение, чтобы исправить эту ситуацию. Вот мы практически перешли уже, оперативники я не говорю, а все остальные на двухсменную работу. Это очень трудно. Работать сутками, сутки через сутки, это очень сложно работать, но другого выхода у нас нет. И сейчас мы вот практически только вот 10-15 дней как налаживаем эту работу. Я думаю, оно даст свои результаты. Посмотрим, что будет дальше. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что пришлось сделать кадровые изменения. Вот об этом поподробнее могли бы сказать? Ну, кадровые изменения какие? В Гаграх практически руководство полностью поменялось. Поменялось в Цандрипше. Поменялось в Сухуме. Поменяли мы начальник милиции бывший. Не бывший, начальник уголовного розыска республики. Мы не хотели его оттуда снимать, но вынуждены были. Отправили его, отправили, как назначили, начальником управления внутренних дел города Сухума. Пока по работе, мне нравится пока его работа, посмотрим, что будет дальше. Также изменилась работа и в Гаграх. Понятно. А что бы вы посоветовали вот тем людям, которые приезжают сюда, вот отдохнуть, вот, чтобы не встретиться с такими вот людьми, как вы сказали, с молодыми людьми, которые немножко криминального характера? Я не могу советовать им, я могу посоветовать себе и сотрудникам милиции, и нашему населению, чтобы мы не напугали их так, что они больше сюда не приедут. Мы должны прежде всего посмотреть на себя. Тот же, кто приехал, он приехал сюда отдыхать. Он должен отдохнуть и с хорошими впечатлениями уехать. Вот когда он уедет с хорошими впечатлениями, он там будет рассказывать об отдыхе своим друзьям, коллегам, сам в следующий раз приедет. Вот так мы набираем, вот эта работа, это, знаете, лучшая реклама. Когда мы хорошо встретим отдыхающего, он сам сделает нам такую рекламу, и в Абхазии, если каждый из них вернется, сделает нам рекламу, лучшей рекламы у нас не будет. Спасибо. Я хотела бы задать вопрос о том, как готовится соглашение, вот подписание, соглашения о создании информационно-координационного центра органов внутренних дел двух стран, России и Абхазии. Да. Ну, только на этой неделе у нас было уже два заседания Совета Безопасности, кроме того, что работают правовые управления. Это практически ежедневная работа. Последний 6-й проект мы получили примерно дней 10 назад. То есть работа идет в постоянном режиме. Нам нужно соблюсти свои интересы, прежде всего. Мы их должны соблюсти. Вот я посмотрел на динамику вот этой работы, и я считаю, что работа проведена хорошая. Очень плодотворная проведена работа.
Что нам даст это соглашение? Что нам даст это соглашение? Вы сказали, это информационно-координационный центр. Это, знаете, мы будем помогать друг другу. Там много вопросов, где на самом деле Российская Федерация окажет нам помощь. Там будет действенная помощь. Это та помощь, в которой мы нуждаемся. Но это не оперативная работа, они не будут заниматься у нас оперативной работой. Вот вы говорили, подготовка кадров, квалификация и так далее. Вы многие вопросы задавали мне. Вот там это все заложено. Там много вопросов, которые нам заложены, которые нам помогут. Реально нам помогут. И не надо этого бояться. По срокам, когда это планируется? Трудно сказать, но нужно ограничить все эти наши сроки и быстрее прийти к этому соглашению. Спасибо. Я предлагаю послушать еще один вопрос. Хорошо. Прошлый министр внутренних дел был достаточно открытым чиновником, что большая редкость. Нынешний министр внутренних дел производит впечатление закрытого человека. За ним закрепляется имидж закрытого чиновника. Ничего не известно о его деятельности. Беслан Бадрович, как вы собираетесь изменить это мнение? Что значит закрытый чиновник, во-первых? Я 10 лет чиновником не был. Поэтому я никак не могу и быть закрытым чиновником. Я работаю всего месяц. И как можно определить, что я закрытый чиновник? Чиновником я стал месяц назад. Правильно? 10 лет я чиновником не был. И, естественно, не могу быть закрытым. Не мог быть закрытым. Ну, может быть, имеется в виду, знаете, вот мы, как бы общество наше, да, очень много общалось посредством социальных сетей, вот с МВД, даже лично с министром, то есть какие-то вопросы задавали, старались оперативно отвечать. Может, в этом плане? И вот сразу я бы хотела вдогонку вопрос, скажите, насколько вот будет разработан у вас механизм вот обратной связи с гражданами, как вот вы считаете, нужно такое или не нужно такое общение вот с гражданами Абхазии? Ну, насчет в интернете, это называется «без меня судили». Это одна сторона. Второе, должна ли быть связь? Конечно, должна быть. Если связи не будет, работы тоже не будет. Поэтому связь должна быть постоянной. Если мы будем работать с людьми, нам и в работе будет легче. И закрываться мы ни в коем случае не собираемся. Каким образом? Ну, оперативная самая связь у нас была, да, действительно, не то, что у нас, у многих. Да. Я лично никогда не обращалась. Посредством вот того же Фейсбука, там, каких-то еще других вот СМС и прочее. Вот мы сегодня буквально обсуждали эту работу. Мы поставим эту работу. Будет, да? Да, конечно, обязательно будет. Вот я даже могу назвать 2 работников. Это Бутба и Зухба, с которыми мы довольно подробно обсуждали эту работу. И мы сделаем так, чтобы, по крайней мере, и в сети наша работа была видна. Что касается откровения, если я вам буду говорить, что я буду отвечать на все вопросы, считайте, что я вас заранее обманул. Я не могу отвечать на все вопросы по роду своей деятельности. Есть информация, которая закрыта. Ту, которую я могу преподнести, вопросов нет. Но говорить о том, что я буду рассказывать вам обо всей работе, я не могу сказать сегодня тоже. Так что в этой части я могу согласиться, что я закрытый чиновник. Понятно. Немножко сменю тему. Хотела бы все-таки, вот, чтобы вы коротко, или знаю, что, конечно, он требует тоже большого ответа. Вот вопрос о нашей тюрьме и наших следственных изоляторов, которые расположены в Абхазии. Вот их состояние и что вот будет? Когда вы говорите о нашей тюрьме, у нас тюрьмы нет. Да. У нас есть следственный изолятор. Следственный изолятор. Это тот следственный изолятор, из которого мы сделали тюрьму. Вынужденно сделали тюрьму, потому что у нас не было другого выхода. Во-первых, у следственного изолятора свои требования. Вот когда изначально строится здание, строится, допустим, СИЗО, следственный изолятор, и строится тюрьма, это абсолютно разные здания.
там подход к строительству, там многое совсем да, другое. Что да. дальше? Значит, на сегодняшний день из-за того, что у нас нет тюрьмы, когда мы определяем, допустим, по приговору человека к лишению свободы, там есть режим. И в зависимости от режима определяется и срок. Что дальше? Мы вот с президентом и с премьер-министром ставили этот вопрос. Нужно решать эту проблему. Трудно решить. Это вопрос строительства, немалого строительства. Но выхода нет, его решать надо. И вот последний раз, вот даже дня 3 назад мы разговаривали с президентом, и он говорил о том, что мы вынуждены начать эту работу, и как ни трудно, мы должны это сделать. То есть пока каких-то наметок конкретных нету, но Нет. есть намерения, так я понимаю? Да, намерения, такие твердые намерения, чтобы начать эту работу. Понятно. Беслан Бадрович, я хотела бы перейти к вопросам, которые пришли к нам на электронную почту. Вот здесь вот несколько вопросов. Сейчас я зачитаю вам. Готовы ли вы рассматривать вопрос сокращения штата МВД за счет пенсионеров или же лиц, у которых прямые родственники в семье являются смотрящими, ворами, угонщиками, наркоманами? А таких, в скобочках, немало, это имеет место быть. Оставшуюся часть переаттестовывать и повысить оклады. Общество все знает и всегда будет игнорировать действия сотрудников из-за отсутствия чистки в самом МВД. Как-то тут вы мне смешали пенсионеров со смотрящими, преступниками и так далее. Это немножко разная категория людей. Тут можно два вопроса сделать. Да. Да, согласна. Я противник отправления на пенсию по возрасту. В каждом случае вопрос надо решать индивидуально. Скажем так, вот есть советник у меня Леонид Хусхотович Габли. В оперативном плане, для оперативной работы, это находка. Если он завтра придет ко мне и скажет: все, я ухожу на пенсию, для меня это настоящая катастрофа. Потому что такую находку я больше не найду. Скажу вам немножко тогда иначе. Вот сейчас он закончил проверку, проехал 20 дней у нас это заняло, он проверил оперативную работу по всем горрайорганам. Плачевные результаты, прямо скажем, потому что когда мы говорили о квалификации, вот потому и получалась квалификация, потому что некому было учить. И вот этот пенсионер, для меня он совсем молодой человек, потому что он настолько нужен, что это далеко не пенсионер, и никто не сможет сделать то, что может завтра сделать он. Касается криминальных связей. Да, теперь, что касается криминальных связей, сейчас после него переходить к криминалу несколько и некрасиво получается, но вопрос есть, ответ должен быть. Значит, на самом деле вопрос идет от народа, так будем говорить. Вопрос идет, потому что такое и есть. Тоже нужно говорить. Раз такое есть, с этим надо бороться. Скажем, даже вот такой вопрос. Набирают на госслужбу людей, да? Казалось бы, вот набрали, прошло время и узнают что-то. То ли судимые, то ли криминогенные эти есть. Казалось бы, при том, когда берешь на работу, свяжись с МВД, с СГБ, спроси, скажи, вот берем такого-то на работу, что вы можете о нем сказать, есть какие-то данные и так далее, какая у него родня, есть, связан он с криминалитетом, не связан. Можно же задать эти вопросы. Я сейчас не говорю о том, что вот зададут вопросы, мы сразу выдадим все ответы. Но, по крайней мере, хотя бы то, что имеем, сказать можем, чтобы завтра не хвататься за голову вчерашним числом. Связь эта должна быть. Вы спросите, есть ли такая связь? Конечно, есть. И если я скажу нет, естественно, все даже удивятся.
И с этим тоже надо бороться. Как бороться? Вот я пришел месяц, как работаю, сейчас я не могу ответить на все вопросы. Это все надо анализировать. Строить работу. Понятно. Дальше. Часто кабинеты сотрудников паспортных столов закрыты в рабочее время. По причине каких-то совещаний в милиции, строевых смотров, патрулирования, охраны зрелищных мероприятий. Неужели эта служба в несколько человек так востребована в системе МВД, что вместо того, чтобы работать в своих кабинетах и с доброжелательным видом помогать своим гражданам решать насущные вопросы? Они в это время помогают другим службам, а мы вынуждены смотреть на закрытые кабинеты и гадать, когда еще раз уйти с работы, чтобы застать паспортистов на их рабочих местах. Что касается паспортистов и паспортной службы. Вы знаете, что у нас заказаны паспорта новых образцов. Да. Работа может завершиться в ближайшее время. Даже больше я бы сказал, что паспорта будут изготовлены. Все зависит от того, насколько мы будем сами подготовлены к их выдаче. Поэтому работа паспортной службы сейчас будет пересматриваться. То есть это будут, я сейчас свяжу одно с другим. Работа паспортной службы будет строиться уже иначе, потому что будет центральное управление в Министерстве внутренних дел, а вот те паспортные столы, которые мы знаем в горрайорганах находятся, они будут выведены из горрайорганов с прямым подчинением в паспортное управление сюда. Естественно, паспортисты, имея начальника только в Сухуми в управлении, он чувствует себя немножко иначе и отвлекается на другие работы меньше, потому что влияние начальников горрайорганов не только в этом плане, во всех планах уже минимально на месте, на паспортные столы. Другой вопрос. Что касается паспортистов, они не бывают на месте не только потому, что они отвлекаются на другие работы, то есть по несению службы и так далее. Если бы это было только так, то можно было это даже приветствовать. Вопрос в другом. Нужно пересмотреть работу всех паспортных служб на местах. Там должны быть кадровые изменения, большие кадровые изменения. Это касается вопросов и порядочности, и всего остального. Там должен быть комплексный подход. Вот при комплексном подходе мы все это должны учесть. Спасибо. Следующий вопрос. Самыми результативными методами обучения являются именно практические занятия. Вы, как новый министр, усилите ли воспитательную работу среди личного состава, которая доведена до нуля? Сотрудники не умеют представляться и предъявлять в нужный момент служебное удостоверение, задавать вопросы гражданам по существу. Ну, с конца начну по удостоверению. Я вот про удостоверение, у меня уже рука устала подписывать вот эти все удостоверения. У сотрудников удостоверение есть практически у всех. Я сейчас говорю, почему я говорю практически у всех, потому что я не провел эту проверку, поэтому ничего не могу говорить. Откровенно говоря, удостоверений нет у меня тоже, потому что месяц у меня не было времени даже сфотографироваться или посвятить этому хотя бы полчаса, потому что мне кабинет министров выдает. Но то, что нет удостоверения, это вопрос последний, это не влияет ни на культуру, ни на этику и так далее. Не надо все смешивать. Да. Поэтому мы занимаемся этим вопросом. Вот, что касается подготовки, культуры, этики и так далее, это вопрос не одного дня. Перевоспитать сотрудника за месяц я тоже не могу. В ходе работы нужно выпрямлять эту работу тоже. Это долгий процесс немножко. Да, и немножко взаимный. Да, и немножко взаимный. Следующий вопрос тоже озвучим. Когда обратят внимание на работу паспортной службы? Так, это хотела опустить. Советуют сократить штат и повысить зарплату оставшимся сотрудникам паспортного стола. Ну, как вам сказать? Ну, можно в 5 раз сократить штаты и в 5 раз поднять зарплату.
Так нельзя поступать. У нас по штатному расписанию почти 2700 сотрудников. Реально мы имеем 1700. Ну, давайте сократим до 700 еще и получим плачевный результат. Это вот мода сократить штаты, повысить это. В случае с МВД это даст обратный эффект. Поэтому я, по крайней мере, пока я министр, этого делать не буду. Понятно. Вот один вопрос. Задающий представился, его зовут Айнар Аргон. Какие цели и задачи ставятся перед сотрудниками вашего ведомства на летний курортный сезон? В чем принципиальное отличие работы вашей команды от предыдущей? Вот когда говорят принципиальное различие и так далее, знаете как, вот этот механизм, я вот говорил, 1700 человек, да? Вот пришел следующий министр, и он в одночасье изменил все. Вчера был один МВД, скажем, в красной форме, сегодня пришел в синей форме. Так не бывает. Это работа машины. И ее изменить вот так, как предлагает автор этого вопроса, сложно. Это работа не одного дня. Я должен совершенствовать работу вот этой машины. Как это получится, будет видно. А вот что предлагается услышать в этом ответе? Вчера, допустим, был Лоло. Я не могу сказать, что он работал плохо. Но на многие вопросы, многие, знаете, говорят, 2 юриста, 3 мнения. Говорили. Да. Нужно, у меня на многое, не то, что на многое, есть другие подходы у меня к решению многих проблем. Я вижу работу немножко по-другому. Но это не значит, что я не одобрил его работу. Нет. Вопрос так не стоит. Я буду изменять, смотреть по ходу, как это будет отражаться на работе. Это нужно постоянно совершенствовать. А в одночасье изменить все я не могу. Понятно. Беслан Бадрович, спасибо, что приняли участие в нашей программе. Спасибо за приглашение. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Уважаемые телезрители, напоминаю, что в нашей программе принимал участие министр внутренних дел Беслан Бадрович Хагба.